Ускорен! В ночь с 28 на 29 апреля на кыргызско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт с применением огнестрельного оружия. В ходе конфликта с обеих сторон пострадало около 300 человек, более 50 погибших. По данным СМИ, накануне на территории участка Головной водораздел таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередач. Киргизские пограничники и сотрудники ОВД по Баткенской области потребовали приостановить работу по установке видеокамер. На месте конфликта собралось около 150 человек, которые начали закидывать друг друга камнями. После этого ситуация обострилась, и стороны начали перестрелку. Это война не просто между пограничниками, это война не просто между местными жителями. К сожалению, это война с применением армейских подразделений. Наблюдатели отмечают, что данная зона является очагом постоянных конфликтов и межэтнических трений уже в течение длительного времени. То есть это произошло далеко не впервые и уж точно не неожиданно. Виной всему попустительство со стороны властей двух стран, которые на протяжении долгого времени сознательно допускали эскалацию и создавали ситуации, благоприятные для межэтнического конфликта. Редакция Хабархо обратилась за комментарием к блогеру из Душанбе Абдулло Аббосову. Хотя конфликт сам по себе носит, по сути, бытовой характер, таджикский режим перенаправил его в другое русло. Кто-то связывает данный конфликт с большой игрой США в этом регионе, а кто-то с открытием новой российской военной базы в Кыргызстане, что с моей точки зрения совершенно некорректно. На самом деле, конфликт носит исключительно бытовой характер и был связан с водораспределением, но режим Рахмона, воспользовавшись ситуацией, начал вести национально-патриотическую пропаганду, перебрасывая в зону конфликта вооруженные группировки так называемых народных ополченцев с разных регионов Таджикистана. В таджикском сегменте соцсетей в срочном порядке начали публиковаться призывы встать на защиту Родины, причем с участием проповедников и имам-хатыбов мечетей. Погибших приравняли к шахидам. Это было совершено режимом для того, чтобы отодвинуть в сознании таджикского народа на второй план все острые проблемы и вопросы, вокруг которых в последнее время сплачивались жители страны. И то, как оперативно были созданы и вооружены группы так называемых народных ополченцев, наводит на мысль о том, что таджикский режим готовился именно к такому сценарию развития событий. Вместе с тем не стоит забывать, что в любом случае все подобные инциденты являются следствием реализуемой над народами Центральной Азии колониальной политики России, так как именно Советская Россия в период оккупации создала несуществовавшие доселе границы, отделив друг от друга мусульман, живших вместе в мире и согласии в едином регионе Туркестана на протяжении тысячи лет. Естественно, немаловажную роль сыграли в этом и нынешние режимы в странах региона, послушно выполняющие приказы своих господ-колонизаторов и реализующие в странах уже на протяжении 30 лет антиисламскую политику по секуляризации жителей страны региона и воспитанию в их умах национализма и патриотизма, заявил он.